Далее расскажем о новостях экономики, спортивных и других событиях. И сначала о решении Всемирного антидопингового агентства ВАДА по поводу российских спортсменов. Оно частично противоречит Олимпийской хартии, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита «Нормандской четверки», состоявшегося накануне в Париже. То, что лежит на поверхности, то, что я вижу сразу. Ну, например, нет претензий к Российскому олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова Олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части, во всяком случае в данной части, решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в КАС, подать в суд. Санкции ВАДА в отношении России носят неадекватный и чрезмерный характер. Так ситуацию прокомментировал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, ОКР будет сделано все, чтобы российские спортсмены выступили на играх в Токио под флагом страны. А предложенные ограничения и их последствия ударят по всем международным федерациям. Позиция ОКР остается неизменной. Санкции носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер. Убеждены, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны поехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет, как это записано в Олимпийской хартии. Министр спорта России Павел Колобков заявил, что США нарушают Олимпийскую хартию, вводя закон Родченкова. Документ подразумевает, что преследованию со стороны США может подвергнуться любой человек в любой точке мира, если он участвует в соревнованиях с американским присутствием. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление защиты информаторами ответных мер против них. Цитата со слов Колобкова: «Для нас всегда была главным документом хартия МОК. Все мы ей пользуемся. Там провозглашен принцип независимости всех организаций». Министр предложил вернуть спорт спортивным организациям. Наша организация, Российская антидопинговая организация, есть 21 день на подготовку ответа. Ответ достаточно простой: согласны ли с этим решением, либо не согласны. Если наша организация антидопинговая будет не согласна с этим решением, то ВАДА в течение достаточно короткого промежутка времени направляет исковое заявление в КАС, спортивный арбитражный суд. Спортивный арбитражный суд будет рассматривать все доказательства, всю информацию, по сути, с нуля. Там будет действительно такой вот объективный процесс, где будут заслушаны свидетели, позиция российских экспертов, экспертов Лозаннской лаборатории, может, других международных экспертов. Будут подбираться спортивные судьи. Вот. Поэтому до этого момента никакого решения в силу не вступает. Поэтому можно говорить о санкциях, но просто их можно, конечно, вокруг них размышлять. Надо сначала понять вообще, как будет дальше выстроена процедура. Тем временем история десятилетнего Арсения Комарова из Армавира покоряет сердца. Он стал конькобежцем вопреки прогнозам врачей. У мальчика синдром Дауна и врожденный порок сердца. О подробностях этой удивительной истории узнаете в сюжете. От малого к большему уверенными шагами Арсений движется к своей мечте – стать конькобежцем. Уже 2 года Арсений занимается спортом. Его отец утверждает, что за это время показатели здоровья мальчика улучшились. Ушла одышка и так называемая мраморная сетка на теле. Улучшилась речь. Мы его, собственно, сразу ставили на ролике. Вот. В роликобежном спорте там ролики немножко другие, роликовая система в шорт-треке, когда они катаются на роликах. Вот. Мы его поставили, он катался на одной ноге, толкался одной ногой, то есть как на самокате. Потом также он катался и на льду. И постепенно он начал кататься уже толкаясь 2 ногами. Арсения называют особым мальчиком. Он пришел в спорт со сложностями в исполнении даже самых простых движений. Сейчас тренер Арсения уверен, через год мальчик сможет получить юношеский разряд. Сейчас есть моменты, которые нужно исправлять. У него это бег по прямой, поворот, все эти движения, которые еще надо усовершенствовать. Мы стараемся, мы к этому идем. Но результаты по достижениям на льду, если он в прошлом году
пробегал 111 метров порядка 45-50 секунд, то сейчас он бежит уже на 20 секунд быстрее. Сейчас юный спортсмен в отличной физической форме. По словам отца, в отличие от других детей с синдромом Дауна, Арсений не имеет избыточный вес. Каждый день мальчик борется со своими слабостями и одерживает победу. Получается у нас 3 раза в неделю лед по часу. Вот. И 4 раза в неделю общефизическая подготовка для развития детей, потому что без ОФП нельзя на лед детей тоже, конечно, ставить. Получается, в общем, загруженность, ну, по нормативам, которая определяется именно для данных детей. О подвиге мальчика с тяжелыми заболеваниями узнала Олимпийская сборная России. Чтобы порадовать юного спортсмена, команда вручила Арсению и его брату Вадиму шлем, на котором лично расписался 6-кратный чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Саргалана Неустроева, Ольга Ушницкая, Якутск. Ежегодно 10 декабря весь мир неформально, но традиционно отмечает Всемирный день футбола. Решение было принято ООН, международная организация учла любовь к этой игре во всех странах мира, считая, что она смогла отразить и объединить национальные характеры разных народов, обладающих собственным стилем, особенностями игры. Всем известная спортивная игра зародилась в глубоком прошлом. Самым первым упоминанием игры, подобной футболу, называют записи в летописи династии Хань. В ней говорится, что 2000 лет назад в Древнем Китае существовала забава, правила которой сводились к толканию каких-то предметов ногой. Идем далее. Лучшие по профессии под таким названием в Якутском индустриальном педагогическом колледже столицы проходит региональный конкурс профмастерства в номинации «Лучший сварщик». Своих специалистов представили 14 ведущих промышленных компаний региона и профильных учебных заведений. Как отмечают организаторы конкурса, борьба за звание лучшего сварщика будет напряженной, так как здесь сегодня собрались лучшие из лучших. Сколько этапов будут проходить участники конкурса и какие предприятия выставили своих участников, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дима, приветствую. Тебе слово. Добрый день, Сергей. Сейчас мы находимся на 2-м этаже Якутского индустриально-педагогического колледжа. На этой площадке в эти минуты первая подгруппа участников выполняет свое задание. Отметим, что в конкурсе принимает участие 14 специалистов. Это представители таких крупных предприятий, как Ян Золото, Полюс Холода. Также принимает участие представители компании «Алроса», «Сахатранснефтегаз» и другие. Также отмечу, что принимает участие представители из Томска и города Москва. Отметим, что Якутский индустриально-педагогический колледж, площадка проведения здесь выбрана не случайно, ведь колледж не раз становилась площадкой проведения всероссийского отборочного этапа проведения конкурса профмастерства WorldSkills Россия. ЕКК является площадкой Центра оценки квалификации. Она аккредитована в Совете профессиональной квалификации. И, соответственно, все экзамены, экзаменационные процедуры по оценке квалификации сварщика, они проходят именно здесь, в Якутском индустриально-педагогическом колледже. То есть, если взять другие колледжи, то они, возможно, могут пройти, потом быть экзаменационной площадкой, но на данный момент это единственная площадка. Отметим, что конкурс будет проходить в 3 этапа. Первый этап, который проводится сегодня, это отборочный. Завтра будет оценка квалификации. Послезавтра конкурс завершится финальной частью. После сегодняшнего этапа во 2-й этап попадут лишь часть участников. И уже часть из них пройдет финал. По итогам финала назовут имя лучшего сварщика. Ну, один из экспертов нам сообщил, что какие оценки и какие этапы будет сегодня здесь проходить. Данный конкурс проводится в 3 этапа. Первый этап – отборочный тур, на котором варится труба диаметром 159 в горизонтальном положении. Второй этап – это сварка конструкции сложной. И третий этап – сварка этой же конструкции, дополнение. Вообще изюминка данного конкурса в том, что конкурс объединен с независимой оценкой квалификации. Это впервые делается.
Но отмечу, что данный конкурс относительно молодой. Представители нашего региона не раз уже принимали участие во всероссийских конкурсах. И в позапрошлом году они вошли в десятку лучших профессионалов своего дела. А в прошлом году представитель из Намска занял первое место уже на всероссийском конкурсе. Победитель этого года тоже в следующем году примет участие на всероссийском конкурсе и представит наш регион. Сергей, на этом у меня все. Дима, спасибо. Я напомню, Дмитрий Тумыров рассказал о конкурсе, где выявят лучшего сварщика Якутии. А мы продолжаем. Якутия планирует создать в Арктике торгово-логистические центры. В следующем году строительство подобных центров поможет снизить цены на продукты и обеспечивать овощами круглый год арктические районы региона. В настоящее время для реализации данного проекта прорабатывается вопрос о займе в размере 750 миллионов рублей с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики. При условии своевременного финансирования ведомство планирует начать реализацию проекта в арктических районах со следующего года. Далее о курсе валют. Курс доллара, который Центробанк установил сегодня, составил 63 рубля 71 копейку. Евро остановилось на отметке в 70 рублей 50 копеек. Касаемо обмена доллара, в Якутске покупает по лучшей цене Восточный банк за 63 рубля 60 копеек. А продает тот же Восточный банк за 63 рубля 85 копеек. Что касается евро, то выгоднее всего европейскую валюту покупает тот же Восточный банк за 70 рублей 23 копейки. А продает Восточный банк за 70 рублей 60 копеек. Согласно проведенным исследованиям, бюджет страны недополучает порядка 3 триллионов рублей доходов. Это связано с тем, что 13 миллионов россиян получают серую зарплату и не платят с нее налоги. Подробнее в обзоре экономических новостей расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а почему возникла такая ситуация и как ее исправить? Сергей, приветствую. Дело в том, что основная масса работников, получающих серую зарплату, сосредоточена в сфере оказания услуг, ремонта или мелкого производства. Но у государства пока нет достаточных стимулов для добровольной легализации такого рода доходов. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Как объяснили в Думском комитете по бюджету и налогам, сборы НДФЛ в России растут и без этого. Введение плоской шкалы со ставкой 13% поспособствовало легализации оплаты труда многими работодателями. Также депутаты напомнили, что президент и правительство неоднократно подчеркивали необходимость обеспечить стабильность налоговой системы. В заключении комитета содержится и опасение, что прогрессивная шкала ставок налога может привести к уклонению от его уплаты и, как следствие, снижению собираемости налогов. Росстандарт утвердил первые национальные стандарты для так называемой зеленой продукции, продуктов с улучшенными экологическими характеристиками. Утвержденные стандарты описывают общие требования к таким продуктам, термины и определения, а также требования к содержанию в этих продуктах минеральных удобрений. Продукты с улучшенными экологическими характеристиками отличаются от органических тем, что в их производстве допускается определенное количество высококачественных удобрений. Предполагается, что они будут дешевле органических. По оценке Минсельхоза, доля продукции с улучшенными экологическими характеристиками в общем аграрном экспорте к 2024 году может составить 10-15%, при том, что весь экспорт сельхозтоваров должен вырасти до 45 миллиардов долларов. В Госдуму внесена инициатива, согласно которой предлагается прописать в законе запрет на оформление земельного участка по контуру многоквартирного дома, то есть без учета дополнительной жизненно важной территории. Дом без земли стоит дешевле, соответственно, собственники квартир получат меньше компенсации, если у них заберут дом, как бы висящий в воздухе. Но ведь любой дом должен крепко стоять на земле, без нее он и не дом вовсе. Тем не менее, закон сегодня разрешает принимать решение об изъятии дома без оформленного земельного участка. Поэтому в случае принятия закона власти будут обязаны оформить землю под домом и лишь после этого принимать решение об изъятии дома для государственных нужд. Соответственно, компенсации жильцам вырастут.
В рамках бизнес-миссии Якутии в Канаде венчурная компания «Якутия» подписала соглашение о сотрудничестве с Йоркским институтом развития предпринимательства. Соглашение подразумевает менторскую поддержку стартапам, зарегистрированным в Якутии. Обмен информацией о проектах, предоставляющих взаимный интерес, сообщил заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Йоркский институт развития предпринимательства – это организация, предоставляющая высококачественное бизнес-образование и наставничество инновационным предпринимателям и некоммерческим организациям. Стороны также обсудили возможность обмена опытом с инновационным сообществом Канады и стажировки организаторов республиканского акселератора B8. Компании ювелирно-гранильного кластера «Вторкангалассы» к 2021 году смогут нарастить объем производства ювелирных изделий как минимум до 3 миллиардов рублей. В якутской индустриальный парк «Кангалассы» за 2 месяца работы обработано алмазного сырья объемом 511 карат и произведено бриллиантов в объеме 279 карат. Стоимость ювелирных изделий составляет около $1 миллиона. В проект уже инвестировано 177 миллионов рублей, а всего планируется вложить 537 миллионов. В микрорайоне «Кангалассы» в Якутске компания построила двухэтажное здание с цехами площадью 1450 квадратных метров. Здесь предоставляются рабочие места и оборудование малому и среднему бизнесу, а также ювелирам, индивидуальным предпринимателям. Строительство началось в мае 2018 года, а осенью текущего года в здание кластера въехали первые работники. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, ну а свежая актуальная информация из мира экономики обязательно появится в следующих выпусках. Я передаю тебе слово. Спасибо. Иван, спасибо. А мы переходим к мировым новостям. Во Франции 5-й день продолжается всеобщая забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы. В Париже практически парализована транспортная система. Многие местные жители с трудом смогли доехать до работы, рассказывает Артем Сторонов. Многие жители Парижа в понедельник снова с большим трудом смогли добраться до работы. Общенациональная забастовка против пенсионной реформы во Франции, начавшаяся в минувший четверг и объявленная бессрочной, продолжается уже 5-й день. В столице страны не работают треть автобусных депо. Практически прекращено движение по железным дорогам. 10 из 16 линий парижского метро закрыты. Из остальных только 2 функционируют днем. Пассажиры были вынуждены подолгу ждать транспорта под дождем. Недовольство протестующих вызвано запланированной властями реформой, предусматривающей упразднение 42 специальных пенсионных схем. Они позволяют представителям отдельных профессий раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты. Некоторые парижане поддерживают транспортников. Разумеется, я за них, даже если мне приходится мириться с неудобствами. Я с ними, я поддерживаю забастовку. Другие пассажиры крайне недовольны действиями бастующих. Я не понимаю. Это неправильно, что работники транспорта так подводят пассажиров. Это неприемлемо. Это всех настроит против них. Мы не можем добраться до работы. Теряем целый день. Это ненормально. Тем не менее, в понедельник представители транспортной системы Парижа заявили, что продляют забастовку до 13 декабря. Поднять паруса крупнейшие в мире барки «Седов» и «Крузенштерн» отправились из порта Калининграда в кругосветное плавание. Скоро к ним присоединится фрегат «Паллада». Экспедиция получила статус официального государственного мероприятия в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Подробнее Анастасия Дмитриева. 40 портов и 100 тысяч морских миль. 2 крупнейших в мире парусника «Седов» и «Крузенштерн» отправились в кругосветную экспедицию. Торжественная церемония проводов российских 4-мачтовых кораблей состоялась в Калининградском порту в воскресенье утром. Выход в море задержали на день из-за плохих погодных условий, дождя и сильного ветра. По данным Росрыболовства, позже к баркам присоединится фрегат «Паллада». Он вышел из Владивостока 1 ноября. Экипажи 3 судов вместе отметят 200-летие открытия российскими моряками Антарктиды и 75-летие победы в Великой Отечественной войне. За время путешествия состав планируется дважды сменить. В общей сложности практику пройдут более 600 курсантов вузов Росрыболовства, Минтранса и иностранных учебных заведений. Команды в течение нескольких месяцев готовились на верфи в Калининградской области. Все кадеты прошли специальный отбор. В списки попали лишь те, кто преуспел в теории и показал на практике готовность к любым непредвиденным ситуациям.
Среди них и Дарья Ульянова, которая мечтает стать капитаном. Для девушки, которая очень любит море и желает стать профессионалом в своем деле, трудностей нет. Маршрут путешествия пролегает вдоль берегов Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Океании. Отслеживать передвижение судов в режиме реального времени сможет кто угодно с помощью интерактивной карты. Каждый парусник будет идти по своему маршруту, но все 3 барка встретятся в точке, максимально приближенной к Антарктиде, где наряду с другими прибывшими туда же яхтами и судами проведут дружескую регату. Крузенштерн вернется в Калининград в начале сентября 2020 года, а Седов – лишь почти через год. Оба корабля построены в Германии в 20-х годах прошлого века и были переданы ВМФ СССР в рамках военных репараций. Седов занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее учебное парусное судно, сохранившееся до наших дней. Беспрецедентный акт вандализма произошел в субботу на ярмарке искусства «Арт Базель» в Майами. Художник Дэвид Датуна съел арт-объект, созданный его коллегой, итальянцем Маурицио Кателланом. Произведение под названием «Комедиант» представляет собой банан, приклеенный к стене серебряным скотчем. Ранее 2 работы из этой серии были проданы частным коллекционерам за $120 тысяч. Один из шедевров с подробной инструкцией, как размещать банан и приклеивать его к стене, достался ценителю искусства из Франции. Анастасия Дмитриева расскажет подробнее. Банан, который ест этот мужчина, американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна, не просто банан. Это арт-объект под названием «Комедиант», один из 3 созданных итальянцем Маурицио Кателланом и представленным на проходящей в Майами выставке «Арт Базель». По данным СМИ, 2 произведения искусства уже купили коллекционеры за $120 тысяч каждый. Съеденный же экспонат планировалось продать музею уже за 150 тысяч. Известный в США своими эпатажными поступками Датуна оторвал скотч, которым банан был приклеен к стене, почистил фрукт, откусил половину и продемонстрировал оставшуюся часть посетителям, поделившись своими впечатлениями от содеянного. Мы уважаем Маурицио, но это ведь перформанс. Голодный художник. Спасибо, очень хороший. По данным газеты «Майами Herald», владелец галереи Мануэль Пиротен уже собирался выезжать в аэропорт, когда ему сообщили об инциденте. Один из посетителей выставки решил поддержать искусствоведа и вручил ему свой банан. Пиротен с помощником прикрепили его к стене скотчем. Владелец галереи заявил, что банан – это идея, которую нельзя уничтожить. Руководство сообщило о происшествии в полицию, но Датуна не был арестован. По подсчетам местной прессы, за сумму, которую Кателлан выручил с продажи одной своей работы, в близлежащем магазине можно купить более 630 тысяч бананов. По словам Маурицио Кателлана, он работал над «Комедиантом» около года. Сперва художник думал изготовить его из бронзы или смолы, но в конце концов решил, что банан должен быть бананом. В чем заключается смысл работы, художник пока открывать отказался. В сентябре в центре внимания мировой общественности оказалось еще одно творение итальянца – «Америка». Унитаз из золота стоимостью более €1 000 000 похитили из Бленхеймского дворца в Великобритании. В Таллине проходит большой азиатский фестиваль фонарей. Мастера установили на Павчинском поле в столице Эстонии более 25 световых композиций. Часть из них посвящена культуре и природе Китая. Здесь и высокие пагоды, и фигуры животных, а также 40-метровый дракон. Ярмарка будет работать до 12 января. Подробности у наших коллег. Таллин, где в это время года солнце днем появляется не более чем на 6 часов, озарился светом 10 тысяч огоньков. С 6 декабря в столице Эстонии впервые проходит большой азиатский фестиваль фонарей. Посол Китая в прибалтийской стране Ли Чао и заместитель мэра Таллина Айвар Рисало вместе с другими официальными лицами торжественно дали старт мероприятию. Наша страна находится в зоне, где всегда мало света. Наша зима и осень всегда довольно сумрачные. Поэтому, думаю, фестиваль света – это то, что надо для Эстонии. Пагоды, панды, павлины и 40-метровый дракон. Эти и еще около 25 скульптур заняли огромную площадь в парке на Певческом поле. 16 китайских мастеров создали фонарики и скульптуры уже на месте. Для этого им понадобилось почти 2 километра разноцветной шелковой ткани. Материалы для фигур были доставлены из США и Китая в 11 больших контейнерах. Всего около 40 тонн.
Традиция проводить фестивали света в Китае насчитывает 2000 лет и уходит корнями в эпоху династии Хань. На родине праздника фонари являются символом надежды. Помимо инсталляций, посетители фестиваля в Таллине ждут театральные представления с участием китайских артистов, рождественская ярмарка и фудкорт с восточной кухней. Праздник света в Таллине продлится до 12 января. Организаторы надеются привлечь более 100 тысяч человек. Возвращаемся к событию нашего региона. В детскую школу искусств в Нерюнгри поступили новые музыкальные инструменты. В школе учатся более 400 талантливых детей, лауреатов многих конкурсов. Дружные коллективы, ансамбль народных инструментов, танцев, народный и эстрадный вокал. На связи со школой искусств наш корреспондент Екатерина Павлова. Екатерина, здравствуй. Скажи, какими музыкальными инструментами пополнилась школа и в скольких проектах Нерюнгри принял участие? Да, Сергей, здравствуйте. Мы уже знаем о проекте Министерства культуры Российской Федерации, в котором возрождают производство отечественных музыкальных инструментов. Сегодня речь идет о современных фортепиано российского производства. Проект осуществляется совместно с Минпромторгом Российской Федерации. И сегодня мы хотим узнать у начальника управления культуры Нерюнгринского района Ирины Елисеевой, какие итоги участия Нерюнгринского района в данном проекте. Ну, мы, конечно, очень рады и благодарны, что у нас в России, в Республике Саха-Якутия идет реализация этого замечательного проекта. Совместно программы Министерства Минпромторга и России, Министерства культуры России. Благодаря, конечно, реализации этой программы и, конечно, тем людям, которые занимались в Республике Саха-Якутия, Нерюнгринский район получил 16 инструментов для детских школ искусств и музыкальных школ. Детская школа искусств города Нерюнгри у нас получила 5 инструментов. Детская музыкальная хоровая школа Соловушка 5 инструментов. Детская школа искусств поселка Чульманс получили 4 инструмента. И детская музыкальная школа Беркакит получили 2 инструмента. Мы, конечно, хотим выразить благодарность и Минпромторгу России, и, конечно, тем людям, которые занимались реализацией этого проекта. Это государственному бюджетному учреждению, директору ресурсно-проектного центра Донскому Михаилу Михайловичу. Я надеюсь, что и наши дети будут с удовольствием заниматься на этих инструментах. Инструменты прекрасные, концертные, замечательные, инструменты Михаила Глинка. Поэтому, я думаю, у нас и так школа славится результатами по Республике Саха-Якутия, по России, но наши результаты улучшатся. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Детская школа искусств с удовольствием принимает участие в республиканских и федеральных проектах. Так и сегодня поступили инструменты в рамках национального проекта «Культура». И рядом со мной сейчас находится директор школы Наталья Саулова. Наталья Александровна, скажите, пожалуйста, какие именно инструменты вы получили и на какую сумму? Сумма была 6 миллионов 440 тысяч 425 рублей. 53 копейки, что же до конца. Но сюда входило не только музыкальные инструменты, сюда входили и оборудование, и учебная литература. Поэтому там было по процентам распределено. Значит, что касается, что мы приобрели, какие инструменты? Это были саксофоны, 2 саксофона, 1 кларнет. Это было 5 как раз-таки Михаила Глинка, 1 Рубинштейн, пианино. Также было 3 домры, 3 балалайки. Вот все это вошло именно в музыкальный блок, скажем так, да. А все остальное пошло уже на покупку звукового оборудования для того, чтобы нам оснастить свой зал этот актовый, чтобы у нас там дети могли репетировать, готовясь к конкурсам в других городах, то есть чтобы они сами себя слышали, да. Также у нас был оборудован оркестровый зал, который вы знаете, что у нас проходят коммерческие концерты нашего оркестра народных инструментов, да. Поэтому у нас очень много
было куплено для того, чтобы наши дети с удовольствием ходили на занятия. Спасибо большое, Наталья Александровна. Сегодня состоится концерт-презентация в детской школе искусств этих новых инструментов. У нас все, Сергей. Катя, спасибо. Я напомню, Екатерина Павлова рассказала о новых музыкальных инструментах для детской школы искусств в Нерюнгри. А мы продолжаем. Накануне в Татарстане спасли лося, который провалился под лед. По информации пресс-службы МЧС по региону, спасатели прибыли на место происшествия на воздушной подушке Хивус-6. В зимнем гидрокостюме добрались до лося и обвязали его веревкой. Сначала пытались использовать в качестве буксира СВП, но большой вес животного, около 300 килограммов, опять сыграл с ним злую шутку. Вытащить такую массу из полыни не удалось. Сказано на сайте пресс-службы МЧС. Спасти животное помог мужчина на вездеходе «Шерп». Вместе со спасательной группой он дотянул лося до берега. Село Райкайпи на Чукотке продолжает жить в окружении белых медведей. Напомним, что 60 опасных хищников пришли в населенный пункт в начале декабря. Группировка медведей постепенно увеличивалась и по последним подсчетам достигла 63 особей. Село находится на традиционном пути миграции белых медведей, которые каждый год совершают поход к мысу Кожевникова и дальше за льдами. Причина остановки хищников – незамерзшее Чукотское море. Из-за этого хищники не могут охотиться. Голодным животным ничего не остается, кроме как грызть замерзшие туши моржей, погибающих летом. Специалисты считают, что ситуация изменится, когда замерзнет море. Медведи по льду уйдут на юг и на восток, кто куда захочет ловить нерпу. Синоптики предрекают, что море замерзнет уже на этой неделе, однако местные жители слабо верят в такие прогнозы. А в Алекминском районе накануне рабочие, обслуживающие городскую свалку, обнаружили другого хищника – волка, к счастью, одного. Рабочие сразу позвонили в городскую мэрию, была собрана бригада по отлову хищника. Однако вчера его поймать не удалось, и сегодня животное посетило другую свалку, также вблизи Алекминска, у села Селиваново. И волк снова убежал в лес. Бригада продолжает его поиски. По словам очевидцев, животное старое и, скорее всего, ищет себе пропитание. Сотрудниками МВД России по Нерюнгринскому району на регулярной основе проводятся рейды по выявлению нарушения розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. В одном из магазинов Нерюнгри, расположенном по улице Ленина, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, установлен факт хранения и реализации алкоголя без соответствующей лицензии. В ходе обследования помещения торговой точки была обнаружена и изъята алкогольная продукция в количестве 246 бутылок, общим объемом 123 литра. Аналогичное нарушение выявлено в продуктовом магазине, расположенном в поселке Чульман. В ходе проведенной проверки изъято 20 литров алкогольной продукции. Также в текущем году выявлено 55 административных правонарушений за незаконную реализацию спиртосодержащей продукции. К административной ответственности привлечено 44 продавца и 11 индивидуальных предпринимателей. Из незаконного оборота изъят 441 литр алкогольной продукции. В Хангаласском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже денег. В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала о краже денег с ее карты. Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый за кражу 29-летний зять потерпевший. Продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юрий, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Да, здравствуй, Сергей. Выяснилось, что мужчина приехал с другого села и остался на ночь у своей тещи. Рано утром, когда женщина еще спала, он взял ее телефон и с помощью мобильного банка перевел деньги на карту своей знакомой. Потом под выдуманным предлогом он одолжил у нее карту и снял деньги. Украденное он потратил на алкоголь. Его поймали и возбудили уголовное дело. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске полицейские поймали подозреваемых в разбойном нападении. В полицию обратился таксист, который рассказал, что неизвестные его обокрали. Он подвозил двух мужчин. Неожиданно пассажир, который сидел на переднем сидении, накинулся на таксиста и начал его избивать. Затем второй пассажир, который сидел сзади, накинул на шею водителя ремень и стал его душить, требуя, чтобы он отдал им деньги. В результате борьбы таксисту удалось вырваться и выбежать из машины. В это время подозреваемые сбежали, украв при этом 350 рублей, найденные в салоне. Подозреваемых удалось задержать в течение дежурных суток. Ими оказались двое ранее судимых 35-летних уроженцев Нюрбинского и Верхоянского районов. В их отношении возбудили уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
В городе Мирном мужчине за повторное пьяное вождение назначили наказание в виде крупного штрафа. По сообщению прокуратуры Якутии, подсудимый, будучи уже привлеченным к административной ответственности за пьяное вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования, вновь сел за руль пьяным. По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей. В Якутске возбудили несколько уголовных дел за фиктивную прописку иностранцев. Об этом сообщает прокуратура региона. В ходе проверки установлено, что 3 жителя города Якутска фиктивно поставили на учет 43 иностранца. Естественно, по месту прописки они не жили. Прокуратура города направила материалы проверки следователям. По результатам их рассмотрения возбудили 3 уголовных дела. Словно возвращение в 90-е. В Сунтарском районе осудили мужчин, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщает прокуратура региона. 2 ранее судимых мужчин в мае 2018 года вымогали у родственника одного из крупных предпринимателей района более 3,5 миллионов рублей. С оплатой их в течение 1 года в сумме 300 тысяч рублей ежемесячно. При этом они угрожали убийством и расправой в отношении членов его семьи и близких людей. Подтверждая возможность приведения своих угроз в исполнение, они указывали, что принадлежат криминальному миру. Один из них является криминальным авторитетом и что их угрозу исполнят ранее судимые лица. Также в ходе обыска дома у одного из них обнаружили более 100 незаконно хранящихся нарезных патронов. Вину в совершенном преступлении не признали. Вместе с тем, в ходе рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие их виновность в совершенном преступлении. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил одного из подсудимых к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, второго к 9 годам лишения свободы с отбыванием ими наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Необходимо отметить, что данные преступления выявлены в ходе проверочных мероприятий, проведенных с выездом в район, аппаратом прокуратуры республики и Министерством внутренних дел по республике Саха-Якутия в связи с событиями, произошедшими в начале июня прошлого года на паромной переправе села Сунтар. В Намском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу мяса. Жительница села сообщила полицейским, что неизвестный украл из веранды 25 килограммов жеребятины. Общая сумма ущерба составила 12,5 тысяч рублей. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. В день происшествия мужчина возвращался домой после очередной пьянки. По пути он решил зайти в один из домов, где, как помнил, ранее проживал его давний знакомый. Злоумышленник свободно проник в помещение веранды и похитил оттуда мешок мяса жеребятины. Похищенное подозреваемый донес до своего приятеля и попросил у него санки, чтобы доставить мясо до дома. Но санок у него не оказалось. Тогда подозреваемый оставил похищенное на территории частного дома знакомого, спрятав в баке. Сейчас похищенное изъято и возвращено владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, ну а к этому часу у меня все новости. Увидимся в следующих выпусках. Да, Юра, спасибо. А мы идем далее и переходим к самому любимому празднику детства. 4 декабря по всей России стартовала акция «Письмо Деду Морозу». В региональных отделениях Почты России установлены ящики с изображением почтальона Печкина и адресом Деда Мороза. В Якутске такой почтовый ящик открыт в главпочтампе. Тему продолжит Юлия Михайлова. Несмотря на мороз, маленькие якутяне приходят на почту, чтобы лично отправить свое послание самому главному волшебнику детворы – Деду Морозу. Акция продлится по традиции до самого праздника. У нас в Якутске, получается, такой ящик для писем Деда Мороза установлен здесь, на Дзержинского, 4, в главном почтамте. И, получается, по республике в таких же больших почтамтах, в Мирнинском, Нюрнбергском, Майнском почтамте, ну, в общем, в больших почтамтах будут установлены, в некоторых уже установлены. Ежедневно, конкретно с этого отделения, вынимаются письма в количестве 2000, 3000, в месяц, ежемесячно 70 тысяч. И именно в ноябре, в декабре это количество увеличивается в 1,5 раза за счет писем Деду Морозу. В прошлом году Почта России доставила в Великую Устюг более 200 тысяч писем Дедушке Морозу от детей и взрослых со всей нашей России.
Первоклассник Вадим в этот раз решил отправить письмо пораньше, чтобы Дед Мороз успел получить его послание и ответить на него до наступления Нового года. У тебя братишки, сестренки есть? Есть сестренка. А ты про сестренку-то сказал что-то? Дед Мороз рассказал? Ну, ей только... Она недавно родилась. Ребята в своих посланиях просят исполнить не только свою заветную мечту, не забывают рассказать о своих младших братишках и сестренках. Ну а те, кто не умеют еще писать, рисуют. Скажи, пожалуйста, Дед Мороз тебе отвечает? Ну, нет, просто подарок отправляет в ответ. Мы там написали... Ну, я не умею такого говорить. Могу просто на слезы сказать. Ну, калейдоскоп и кока-кола. Только два. Ежегодно в этот предновогодний месяц Дед Мороз в Великом Устюге получает со всей страны свыше 200 тысяч писем. И пишут ему не только дети, но и взрослые. Внука нет, но жду. А внучки две. Наряжаем елочку. Так видно, что хотят. Ну, естественно, ребенок это знает, что это от Деда Мороза. Ну, конечно, как положено, под елочку, все, чтобы не видел. Вот так и делаем. Просыпается, нашла, все, радости, ой, куча. Каждый ребенок знает, что подарок от Деда Мороза получают те дети, которые совершают добрые поступки каждый день. Скажи, а от чего это зависит, как ты думаешь? Ну, надо как себя вести, хорошо вести, наверное, или как? Ну, чтобы Дед Мороз исполнил твое желание. Хорошо вести, всех слушаться старших. Хорошо вести, или даже хорошо учиться, может быть. Слушаться родителей, убираться дома. Слушаться учителей, помогать родственникам, разным людям, которым помощь нужна. По всей Якутии почтовые ящики для посланий Деду Морозу установлены во всех 7 отделениях Почты России. Отправить письмо можно и на электронный адрес Деда Мороза. Но многим нравится писать именно письма от руки, чтобы был конверт и была марка. Дети считают, что дедушка старенький, и ему больше понятны обычные письма. Юлия Михайлова, Георгий Григорьев, телеканал «Якутия-24». А тем временем к волшебному празднику готовятся и в Государственном цирке Якутии. Там полным ходом идут репетиции главного представления. Каждый год в преддверии Нового года и рождественских каникул цирк старается подарить зимнюю сказку всем гостям и жителям столицы. Сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Полина Долинская. Полина, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Сергей. Сейчас мы находимся в Государственном цирке Республики Саха-Якутия имени Сергея и Марфы Расторгуевых, где активно уже на протяжении 1,5 месяцев проходят репетиции. В этом году спектакль новогодний – это, конечно же, сказка, и он будет посвящен именно символу 2020 года, символу мыши. И поэтому совсем уже осталось немного времени перед тем, как состоится главная премьера спектакля «Щелкунчик», который покажут в этом году. Кроме любимых и традиционных представлений и номеров, которые готовят артисты, акробаты, а также дрессированные животные, в этом году будет нововведение, о которых нам рассказала по секрету главный режиссер Мария Харлампиева-Попова. Я предлагаю приоткрыть завесу тайны и послушать. В этот раз мы готовим дрессированных крыс. Никогда такого не было, да? И мы пробуем, но они маленькие, но мы все это покажем через экран, как они будут работать. Дрессировщица Екатерина Никифорова работает с ними, и у нас что-то получается. В этом году также активное участие принимают выпускники Пекинского международного колледжа культуры, артисты которого сейчас занимаются за моей спиной. Я предлагаю спросить у Сергея Васильевича, у директора Государственного цирка Республики, о том, как же проходит подготовка. Ну, в этом году действительно ребята закончили, они бурно занимаются и в то же время еще одновременно учатся в школе, поэтому все так интенсивно проходит. Но сказка «Щелкунчик» Гофмана, конечно, в этом году была выбрана не случайно. И 23
Вот действительно на елке головы будет премьера этого спектакля, который во время зимних каникул, новогодних, оно будет проходить. И мы, конечно, всех ожидаем, и это будет очень интересно и, как всегда, очень увлекательно. Спасибо вам большое. Кроме артистов, конечно же, активно работают другие сотрудники цирка. Мы уже побывали в столярном цеху, где изготовляют реквизит. Мы заглянули в швейный цех, где шьются костюмы. Также мы заглянули к художникам, которые занимаются изготовлением декораций. В этом году премьера состоится, самое главное, самая первая, 23 декабря. Она пройдет на елке главы республики, а после этого с 27 декабря по 12 января для всех жителей города Якутска, а также гостей, каждый может прикоснуться к сказке, почувствовать это новогоднее настроение и посмотреть этот замечательный, прекрасный спектакль «Щелкунчик». На этом у меня все. Сергей, передаю тебе слово. Спасибо, Полина. Полина Долинская рассказала о новогодних представлениях, которые готовит Государственный цирк Якутии. И в завершение о погоде. В крупных городах республики в Алдане минус 19 градусов, идет снег, облачно, ветер 2 метра в секунду. В Ленске минус 22, ветер также 2 метра в секунду, также облачно и идет снег. Облачно и в Мирном, там минус 29 градусов и тоже идет снег. Столица Южной Якутии, Нерюнгри, минус 20, ветер 2 метра в секунду, облачно и также идет снег. И в столице Якутии минус 39, облачно, ветер 1 метр в секунду и без осадков. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.